Официальный партнер проекта «Фитнес-арена 3000». Официальные партнеры проекта: клиника лазерной хирургии «Варикоза нет» и торговый дом «Тиастан». Стратегический партнер проекта: заборы жалюзи «Гранд Стил». Лучший друг проекта «Ты можешь» — «Фитнес-арена 3000». Официальные партнеры: любимый чай «Тиастан» и клиника «Варикоза нет». Половина проекта позади. За это время наши участники стали мудрее, стройнее, сильнее и, что самое главное, каждый из них понял: нет ничего невозможного. Ведь если ты по-настоящему хочешь изменить свою жизнь, знай, ты можешь. Сегодня мы подводим промежуточные итоги, строим планы на будущее. Ну а прямо сейчас мы отправляемся на фитнес-тестирование. Хочу сказать, отличная команда подобралась, достаточно ровная, позитивная, все дружные, настроены на хороший результат, и в принципе такой есть. Сегодня у нас середина проекта, мы делали замеры на первоначальном этапе, сделали сегодня, достаточно хорошая положительная динамика, все идут хорошо и достаточно ровно. Была отправная точка разная, потому что все абсолютно разношерстные, девочки, мальчики, но идут они настолько одинаково, то есть в процентном соотношении каждый из них потерял 3% жирового компонента, что достаточно, я считаю, очень хорошо и ровно. Достаточно правильно выстроен тренировочный процесс, достаточно правильно выстроено питание, нет никаких резких скачков. При таком сбросе веса результат будет стабилен и, наверное, надолго закреплен. Команде хочу пожелать такого же дальнейшего результата, может быть, еще лучшего. Достичь того, что они ставили перед собой, может быть, не именно в плане коррекции фигуры, а в изменении своей жизненной позиции. Успехов, удачи, надеюсь, победителями будут все. Лучший друг проекта «Ты можешь» — «Фитнес-арена 3000». Место, которое меняет людей к лучшему. Дорогие друзья, хочу поделиться блестящим результатом своих участников. На сегодняшний день Денис уже сбросил 20 килограмм, Ирина 9. То есть сегодня только мы провели с ними промежуточное взвешивание. Я довольна результатом своих участников. Хочу порадоваться вместе с ними. На следующую неделю мы уже запланировали план тренировок. Сделаем побольше тренировок Ирине, так как она на этой неделе немножко не смогла вовремя прийти, потому что у нее были обстоятельства.
К Денису у меня никаких нареканий нет, он исправно приходит, мы с ним тренируемся, проводим занятия практически каждый день. Мои пожелания остаются прежними. Самое главное – это дисциплина пищевая, потому что вы знаете, что 80% успеха – это все-таки наше питание. Как в любой книге есть пролог, эпилог и кульминация. В нашей работе с Артуром вот сейчас самые такие кульминационные моменты, когда происходят самые большие изменения. И он скинул уже почти 10 килограмм. Это очень хороший результат. Но помимо того, что мы скидываем вот этот лишний вес, лишний жир, это вообще ничто. Что мы хотим показать? Мы хотим показать именно мускулатуру, красивую форму, да. То есть, если другие ребята просто хотят похудеть, и непонятно, как там будет, красиво или некрасиво, мы топим за красоту. Следите за проектом, потому что сейчас с каждым днем будет все интереснее и интереснее, потому что наша борьба между участниками, она ужесточается, и мы не будем стоять позади, мы будем делать супер качество. Всем привет! Мы с моей подопечной Ренатой колоссально улучшились, то есть она потеряла в талии минус 15 сантиметров, ну и в целом в теле где-то, наверное, минус 30-40 сантиметров. Ну, то есть я примерно не знаю, но плюс-минус где-то так. Плюс она стала выносливей, сильной. В данное время она не верит в свои силы, но вот эта постоянная мотивация, которая говорит, ты можешь, ты можешь, ты можешь, и она реально может. Также я хочу пожелать, чтобы она не сдавалась, верила в себя, в свои силы, потому что у нее есть это вот переживание, сомнение, что она не может. Но также я ей помогу улучшиться и дойти до конца. Всем привет! Прошла очередная неделя нашего проекта. Мы с Дамиром достигли уже половины своей цели, но осталось всего немножко, 500 грамм. То есть у него был вес 114, сейчас у него вес 107,5, и у нас цель с ним сбросить 14 килограмм веса. Получится или нет, не знаю, но мы к этому стремимся. В принципе, мы на правильном пути. На прошлом взвешивании у него показал результат 4% от жировой массы. Это очень хороший показатель. У него за месяц, за 1,5 месяца он сбросил примерно 5 килограмм чистого жира, 4,5-5 килограмм. Это очень хороший показатель, так редко у кого получается. На самом деле норма сбросить всего 5 килограмм веса. Как правило, сбрасывают где-то 3 килограмма жира, из них 2 килограмма мышц. А у Дамира получилось сбросить 5 килограмм практически чистого жира. Будем дальше стараться, пожелаю Дамиру удачи. И он большой молодец, он ходит регулярно, рано утром, он ездит в командировки и там занимается. И при всем при этом он еще держит питание.
Главной задачей тренера все-таки дать грамотный фитнес, чтобы человек мог полюбить его, и правильно развиваться, достигать своих результатов. Эта неделя у меня была загружена, я не мог полностью посвящать нашему общему делу. Я смотрел со стороны, как мои девочки идут к своим результатам. Я скажу, они полюбили, они видят, они делают и получают удовольствие от именно самого процесса. Мои хорошие, не опускайте руки, идите к своим результатам. У вас все получится, вы достигнете хороших результатов. Мы благодарим Art Community за предоставленное помещение, отличное помещение, в котором мы с вами, такой тесной компанией, будем учиться, становиться лучше, менять свою жизнь, ну и, конечно, корректировать питание. О чем мы сегодня поговорим? Мы сегодня поговорим о том, как правильно распределять свой пищевой подход в течение суток. Мы рассмотрим день именно в течение суток, потому что, несмотря на то, что есть такое расхожее мнение, что ночью организм перестает работать, на самом деле не так. Ночью организм работает. Более того, ночью организм работает интенсивно, он никуда не уходит, метаболизм не останавливается. И поэтому все зависит от того, как вы питались в течение дня и что вы ели перед сном. Это тоже крайне важно для того, чтобы нам скорректировать наше питание, ну и, конечно, построение. Важный момент. Хочу, чтобы сейчас все услышали, все наши жители, я вас очень всех люблю, я хочу, чтобы мы, жители Башкирии, нашей страны, были самые здоровые. Серьезно. С 11 вечера до часу ночи это 2 золотых часа. Именно в этот момент в большом количестве вырабатывается СТТГ – соматотропный гормон. Если говорить по-простому, гормон роста. Его называют фонтаном молодости. Этот гормон организм, гипофиз, гипоталамус, щитовидка используют для того, чтобы восстановить организм, убить патогенные клетки и восстановить ваши мышцы. И поэтому, кто ложится в 11 и встает в 7, 8, в зависимости, как позволяет, они всегда выглядят моложаво, хорошая кожа упругая, всегда в тонусе. Наш проект – это не только тренировки, сложные испытания и приключения, но и коррекция пищевого поведения, а также решение психологических проблем, связанных с лишним весом. Иногда участникам очень сложно ломать устоявшиеся пищевые привычки, ведь если ты годами привыкал употреблять в пищу то, что ведет к набору лишнего веса, то взять и отказаться от этого здесь и сейчас практически невозможно. Но мы искренне верим в свои силы и силы наших участников. Уважаемые друзья, те, кто у нас любит есть кашу утром, хлеб, цельнозерновой особенно, когда встали, а потом удивляетесь, почему я придерживаюсь правильного питания и толстею, это для вас. До 10 утра лично я рекомендую, и ведущие нутригенетики России и Европы рекомендуют, а если быть честным, категорически запрещают есть углеводы до 10:00. Потому что кортизол с тем углеводом, который в огромном количестве вы даете организму, он просто не знает, что с ним делать. Поэтому овсяная каша утром, гречневая каша с утра из полезного продукта превращается во вредный. Было полезно? Да. Было полезно. Все, применяйте и будьте эффективными. Всем привет. Здравствуйте. Да. Сегодня, ребят, я хотела бы нашу мастерскую начать как раз-таки с разбора психологических причин набора лишнего веса и других. Расскажу подробнее. Согласно сведениям Всемирной организации здравоохранения, у нас есть 3 группы набора лишнего веса. Первая группа – это у нас биологические. Биологические – это, получается, те причины набора лишнего веса, которые связаны с нашим телом. Исходя из своего опыта, я знаю, что похудеть легко, но жить в стройности – непростая задача. И я хочу на нашем проекте научиться как раз жить в стройности. Есть вторая группа, называется социальные причины набора лишнего веса. Как вы думаете, это что? Социальное означает социум, то есть социум, микро-макросоциум, то есть это наша семья, возможно. Магазины, реклама тоже как раз-таки сюда относится. Нас заставляет вообще переедать, как вы думаете? Конечно. Это когда у нас еда уже сейчас доступна 24 часа в сутки. Согласны? Да. Я догадываюсь, что причина моего лишнего веса социальная. Я очень люблю сладкое.
Но это получается то, что посиделки с подругами, всякие застолья. И путем анкетирования я хочу понять, что мне делать дальше. Так ли и правильно ли я понимаю все это. А еще у нас есть психологические причины набора лишнего веса. Как вы думаете, это что? Стресс. Это когда мы заедаем, да, как раз-таки что-то, да. Это, получается, использование пищи с непищевой целью. Сегодня я понял такую очень интересную, важную вещь, что диеты не убирают, на самом-то деле, да, психологических и социальных проблем у человека, да, и еще одну такую замечательную штуку, что, оказывается, можно есть. Можно есть вечером после 6 можно есть, да, это здорово, это замечательно, главное есть правильно. Смотрите, я почему вам вот это вот все показала. Вы в основном, когда вы начинаете худеть, вы, к сожалению, вот выбираете вот это вот, и вы убираете только вот эти причины, но вы не прорабатываете вот эти вот причины. Каким образом можно проработать социальные причины? Делать правильно взвешенный выбор. Взвешенный выбор еще. Ограничить что-то. Ну, смотрите, социальные причины, это нужно просто их избегать. Да, то есть мы понимаем, что я сейчас буду не пиццу заказывать по телефону, а пойду на кухню и приготовлю себе здоровое питание, ну, здоровую еду какую-то более-менее, которую есть можно натуральную. Получается, психологически, каким образом можно проработать? Психологом. Ну, да, и вот почему я вам говорю, что надо прорабатывать вот эти вот 3 аспекта, это как раз-таки то, чем мы будем заниматься на нашем проекте. Да, вот я для себя сделала вывод, то, что многодетные мамы или молодые мамочки, мы, получается, порой так забываем о себе и забываем о своем внутреннем ребенке, забываем, а что хочу я? И у нас в основном все надо, могу, надо пойти забрать, надо пойти приготовить, кушать. Так что, мамочки, молодые, многодетные, не забывайте о себе. Нам надо двигаться, на самом деле, сходить на фитнес, записаться на фитнес, сходить лишний раз там, как я пришла на проект. Для меня столько эмоций здесь. Я всем желаю счастья и добра. Причины нашего аппетита – это как раз-таки непрожитые, непережитые эмоции, нереализованные потребности, отсутствие цикла напряжения и расслабления, да, ну и отсутствие жизненной энергии. Если мы говорим про как раз-таки цикл напряжения и расслабления, я вам так скажу, что люди, у которых есть лишний вес, они все время находятся в напряжении. Они его, к сожалению, снимают с помощью еды. По-другому снимать, но либо не научились, либо не хочется напрягаться, легче прийти домой и повысить свой положительный фон эмоциональный с помощью еды. Вообще, у меня всегда было представление, что не кушать и соблюдать диету – это элементарно закрыть рот и исключить все. А сейчас я для себя открыл, на самом деле, очень много интересного, потому что диета на самом деле это то, когда можно есть. Но я хочу лично для себя научиться различать, что такое голод и что такое аппетит, чтобы пользоваться этим правильно. Я с вами еще сказала, что проговорю такой момент, да, беременность, роды, после чего у нас появляется ребенок, и это является некой психологической проблемой набора лишнего веса. Это вот как раз-таки 3 состояния, эго-состояние: родитель, взрослый, ребенок. То есть мы в какой-то момент находимся в позиции родителя, в какой-то момент в позиции взрослого, в какой-то момент в позиции ребенка. И здесь у нас родитель – это наше «надо», взрослый – это наше «могу», ребенок – это наше «хочу». Родился ребенок, мы к нему устремляемся отсюда и отсюда. За ребенком надо ухаживать, его надо ставить на ноги, его нужно воспитывать. И получается, мы в какой-то момент создаем вот такую вот личность. Родитель, взрослый, ребенок. А вот о своем внутреннем ребенке мы забываем.
То есть здесь наше «хочу», наши потребности, наши желания. Мы в какой-то момент просто расставляем приоритеты так, что мы живем потребностями нашего ребенка. И вот в такой момент, когда вот наш ребенок говорит «хочу», мы его не удовлетворяем, что происходит? Желание ребенка, кстати, надо удовлетворять. Если мы желание удовлетворяем, мы прислушиваемся к тому, чего мы хотим, мы счастливы, да? Если у нас вот это вот нарушено, мы к этому счастью в любом случае хотим прийти. Каким образом? Через холодильник. И мы счастливы. Благодаря сегодняшнему мастер-классу я поняла, что нахожусь в доминирующей позиции ребенка. И мне нужно взращивать своего взрослого, чтобы победить лишний вес. Добрый день. Меня зовут Анна Миронова. Я специалист отдела маркетинга торговый дом «Тиастан». Хочу рассказать вам немного о том, хотя вы, наверное, уже это знаете, что зеленый чай можно пить не только горячий, но и делать из него охлажденный напиток. Как альтернатива продающегося в наших супермаркетах бутилированного напитка с целой таблицей Менделеева в составе. То есть, конечно, Америки я вам сейчас не открою. Зеленый чай завариваем, как обычно, водой вскипевшей из чайника. Но нужно подождать минут 5, чтобы она была градусов 80 температура. Скажите, пожалуйста, а имеет ли значение вода, которая находится в чайнике из крана, бутилированная вода, там, очищенная, не очищенная? Для Конечно, вкуса как-то? лучше, чтобы вода была очищенная. Для этого подойдет вода из фильтра, из домашнего, либо, если кто какой пользуется. То есть, на вкус чая это будет влиять? На вкус чая влияет, конечно же, да. Мы обычно стараемся использовать чистую воду, очищенную. Заварили зеленый чай, подостыл немного, добавляем по вкусу лимончик, подсластитель или кто без сахара пьет, конечно, очень хорошо, можно ничего не добавлять. Вот. Особую изюминку дает тот момент, если лимон предварительно порезать на кусочки и немножко его помять, растолочь, так сказать. Он отдаст свои эфирные масла и выдавится из него сок. И тоже туда добавляем в этот же чай, остужаем и готов напиток. Очень любят его пить дети вместо, опять же, повторюсь, лимонадов. Как можно убрать горечь зеленого чая? То есть, вот иногда бывает так, что он как будто перезаварился, и он становится горьковатый, горчит. Можно ли как-то какими-то, может быть, добавками, либо там водой разбавить, чтобы не горчил, чтобы убрать эту горчинку, либо перезаваривать нужно? В зеленом чае вообще, как правило, горчинка присутствует легкая. Возможно, у вас либо слишком крепкий чай, либо вы слишком крутым кипятком заварили его, что листик сварился. Вот. Разбавьте по вкусу водой. Спасибо. Можно такой еще не совсем ординарный вопрос? Вот смотрите, мы как люди, которые сидим на правильном питании, да, допустим, диетолог говорит, что можно гречку залить водой, а на утро, например, покушать ее там в таком, уже не заваривая, не обдавая там термической обработкой. Можно ли, допустим, насыпать зеленого чая в чайник, залить водой и утром получить какой-то полезный напиток? Нет, холодной водой зеленый чай точно не заварится. Нет, да? Нет. Спасибо вам большое за столь полезную и интересную информацию. Спасибо и вам за хорошие, интересные вопросы. Всего доброго, будьте здоровы, пейте чай «Тиастан». После первичного приема и сдачи анализов участникам телепроекта «Ты можешь» было назначено более детальное дообследование в виде консультации гастроэнтеролога, эндокринолога, а также проведение ультразвуковых исследований органов брюшной полости и щитовидной железы. В сети медицинских центров А-клиник участники телепроекта и жители республики могут пройти не только консультации узких специалистов, а также диагностику на высокотехнологичном оборудовании. Помимо этого, у нас вы можете пройти все виды медосмотров и получить необходимые медицинские справки с приемами психиатра и нарколога в одном месте.
участников данного проекта были выявлены отклонения от анализов. Терапевт направил на обследование некоторых определенных органов. Будет проведено обследование органов брюшной полости и органов мишеней, выявленных по анализу. У людей с нарушением питания часто выявляются заболевания. Заболевания, связанные с холециститами, хроническими панкреатитами, заболевания печени. Рекомендуется проходить раз в год ультразвуковое исследование, особенно людям с нарушением питания. Впереди еще много работы и много интересного. Смотрите в следующей серии. Она просто гнилая. Вот из такой клубники вы хотите делать нормальную еду сегодня, да? Смотрите, вот из такой. Заберу тебя в город, где нет боли. Моя любовь навечно с тобою. Заберу тебя в город, где нет боли. Моя любовь навечно с тобою. Генеральный партнер проекта «Фитнес-арена 3000». Официальные партнеры проекта – клиника лазерной хирургии «Варикоза нет» и торговый дом «Тиастан». Стратегический партнер проекта – заборы жалюзи «Гранд Стил».